комментарий бышекты, ушою спонсор балакты. Или эти рубины можете отправлять. В прошлый раз отправили, сколько там, 100 рубинов. Это, оказывается, $1. Ну ладно. Будем говорить про суверенитет реальный и ограниченный. Про это. Наверное, начнем немножко с другой темы. С тех событий, которые происходили на... Так, туда что ли шагнуть? Там же у нас, да? Да, там, по-моему. В общем, начнем с тех тем, которые действительно масштабные. В общем, смотрите. Всем уже очевидно, да? На войне дела идут очень плохо у Рашки. И скрывать это уже не получается. И что самое интересное было, да, на этом ПМЭФе, дали все-таки, разрешили опять провести этот ПМЭФ Путину, Путину. Но, что было очень действительно странно, он оправдывался сам. То есть, что происходило по факту? До этого же Зеленский написал ему письмо и выложил в свободном доступе. И обычно они, когда такие вещи происходят, как-то не реагируют на это. Но раз сам Путин решил на это все отвечать, то... Доброе утро, с вами Война. То, значит, это уже невозможно игнорировать. Невозможно это просто молчать об этом. Что самое удивительное, он ответил зачем-то, я не знаю, видимо, это его очень сильно задело, на вопрос о возрасте его. То есть, Путин уже действительно очень старый человек, засиделся, да, это как минимум. И он решил на это отвечать, это было странно, конечно. Но многие отметили, что действительно сдает уже старый. То есть, по большому счету, он вообще, по идее, в его стиле же не отвечать да? А сейчас он сдулся, по сути. В своей речи использует такие обращения, как господин Зеленский, затем отвечает на письма, приходится, понимаете, все его уже, он понимает свое положение, его место возле параши. Ладно, определили ему место его. В общем, такие дела. Это действительно не похоже вообще, да, на его поведение. На то, какой он раньше борзый был. А сейчас, видно, что все его уже приструнили его. Поэтому не получается уже так нагло врать. Хотя, конечно, он там заливает, типа выигрывают они. Там на следующий же день, по-моему, бомбили опять Питер, он говорит, выигрывают. Это просто у человека совсем крыша едет. Конкретно реально чердак поехал. И всякие вот эти вот странные пробросы от Гурулева там или еще от кого-то, от МК, плюс оживление всех хороших русских и так далее. Какие-то процессы непонятные идут. Я думаю, как? Все это, видимо, происходило из-за чего? Мое мнение, да, если вот так взвешивать, мое личное мнение, если все нюансы учесть, изначально, когда они решили переформатирование это сделать, у них
не стояла прямо задача создать сталинский совок. Ну и вообще самим тоже жить. У них была совсем другая идея, вот у этих КГБшников в 70-х там годах и так далее. Они понимали, что, ну, по сути-то они же не верили в эту идеологию никогда. Им просто было завидно, что за рубежом люди живут совсем по-другому. И они тоже хотели вот так вот и жить, чтобы у них все было, и яхты, и так далее. То есть они понимали, что у них в их руках сконцентрировано огромное богатство. Но они им не могут пользоваться. Поэтому они и поняли, что и этот как бы совок уже, вся эта идеология уже нахер никому не нужна была. Неинтересно всем это стало. Они и решили, давайте-ка его переформатируем якобы. Бабки освоим. Ну, по сути, получилось, но не совсем как они планировали. Все-таки совок развалился. Я думаю, у них не было, наверное, таких планов прямо, чтобы совсем все развалилось. Ну, Рашка все-таки, конечно, осталась, но тем не менее. Но они, видите, все равно в их орбите влияния, тем не менее, оставались многие страны СНГ. И сейчас вот то, что происходит прямо на наших глазах, война в Украине, Азербайджан, да, совершенно вышел из сферы влияния. Сирия, Венесуэла, Куба сейчас уходит, ну и многие другие. Сейчас Армения прямо вот сейчас решается. Ну, видно, что там этот побеждает Пашинян. Он же там еще хитрую тему придумал, что это тех, кого Рашка засылала, ну, платили деньги и засылали их голосовать против Пашиняна. И он придумал такую тему, что они приезжают и сразу на военные сборы идут. Мужики. То есть, я думаю, многие решили не ехать, а кто решил ехать, ну, вряд ли он пошел бы на войну. Ну, то есть, он не смог бы чисто физически пойти на выборы. Такие вот дела. Ну, поэтому, что мы видим сейчас? Ослабление Рашки. Да, конечно, КГБшники, ФСБшники, они смогли реализовать свой план. До денег они дорвались. Но, понимаете, я думаю, что у них вообще изначально не было плана возвращаться именно к сталинскому варианту. А по-другому, как я понял, они как бы и хотели бы, наверное, но при этом, смотрите как, чтобы вот это вот быдло население, оно жило как при Сталине в ГУЛАГах, а они продолжали жить так, как им уже нравится, да? Виллы, яхты, свободный доступ к миру, медицина заграничная, образование для детей. Вот у Пыни Путина недавно же обнаружили, что это гувернантки, иностранки какие-то учили немецкому, английскому. Ну, то есть, короче, по сути, что в совке было, то же самое и оставить, потому что в совке тоже было. Но не в таком, конечно, как бы сказать, масштабе, но тем не менее, там то же самое все было. Спецбольницы и так далее. То есть для элиты, как бы, для номенклатуры совка другие условия были, чем для обычных людей, работяг. Так что, блин, как солнце. Так что, хотя по идее, смотрите, вот даже этот Ленинград, который вот сейчас все вскрывается же, правда, что на самом деле можно было вот это, никакой, по сути, блокады-то не было, можно было всех вывести. Просто там настолько было наплевать на людей, на жителей, в первую очередь самим этим совкам. Да и немцы не хотели его захватывать, получается. В общем, там, как всегда, все головотяпство, идиотство, как всегда в совке и в Рашке в целом. Поэтому... И смотрите, вот у меня какая теория, да? Если мы вот это вот все начинаем понимать, саму их идеологию, психологию, то есть вот это вот якобы идеология, да, которую, конечно, они на самом деле, ну, может быть, какой-то средний состав и верит, да, в это. Но я думаю, на высшем уровне ни сам Пыня, ни все его братва его, никто, конечно, не верит в то, что там
то, что они говорят. Ну, конечно, это что, идиотом, что ли, надо быть, чтобы все в это верить? И про Рашку, и про это. Они прекрасно знают сами, я думаю, историю. Это просто со стороны все выглядит так, как сказать, как будто они идиоты полные. Но я думаю, они не идиоты, просто понимаете, они хотели, короче, чтобы за ними контроля не было, они этого добились. Но зато они жили, шиковали, а все остальные были в говне. Я не понимаю, почему... Ну, опять же, с другой стороны, понятно. Потому что в 90-х годах они действовали какими методами? Криминальными же, отжимали и так далее. И поэтому, соответственно, чтобы их не привлекли к суду, они выбрали единственный верный для них возможный вариант. Это узурпировать полностью власть, сделать ее несменяемой и начинать, как бы сказать, вот эту вот профанацию под видом вставания с колен и так далее. Ну, вот это вот вся лабуда, да, короче. Якобы там что-то, как сказать, эскалировать везде и так далее. Ну, то есть в ту же привычную, по сути, колею вернулись. А почему вернулись? Потому что, ну, по-другому-то как бы и не получается. То есть если ты дашь людям возможность, маленько отпустишь вот эти вот гайки, режим этот ослабишь, какую-то свободную прессу допустишь, политический процесс, то рано или поздно все равно тебя сместят и отдадут под суд. Конечно, кому это надо? И для этого специально и вот это вот быдло, которое жило, да, в нищете, его так и оставили там. И наоборот даже ухудшили все условия. Начали вот эту вот так называемую оптимизацию, закрывать больнички, школы, детсады. Ну, понятное дело, что не в крупных мегаполисах, а в поселках, в деревнях, селах. Поэтому то, что мы видим, этот процесс, он как раз-таки с 90-х начался и в нулевых активно продолжился. Я просто это все помню хорошо, вот эти все понятия оптимизации и так далее, как все это красиво называлось, а на самом деле это просто закрывали школы. И тогда еще тоже вопросы были, почему все это происходит. Но тогда просто у меня не было таких смелых мыслей о том, что я тогда вот действительно, ну, как бы сказать, конечно, где-то в глубине души, наверное, хотелось, чтобы мы независимость получили, но мне казалось тогда это совершенно невероятно. Сейчас у меня уже понимание, что, ну, по-другому просто уже и не получится. Это все. Вот сейчас я плавно к этой теме и перейду. И вот просто хочу закончить мысль свою с вот этой вот КГБшной этой всей шушерой. То есть частично-то они и на целых 30 лет свой план они действительно воплотили в жизнь. Ну, какой 30-то? Получается, что? Ну да, 30 или сколько, 40, да? С 90-х годов, если брать. Они вышли полностью из-под контроля партии. Ну, народ вражки, конечно, никогда и, как бы сказать, не контролировал никого, ни партию, ни КГБ, тем более. Вышли они из-под контроля, смогли владеть огромными финансами. Одного этого полковника Захарченко, вспомните. Какой-то несчастный полковник, у него сколько там миллиардов нашли, да? Все это получилось, но надо было, чтобы не было независимой прессы, не было никакого политического процесса, не было независимых, ну, вообще никакого политического процесса, ни политиков, никого. Нужно, чтобы все было как при Сталине. А как при Сталине, опять же, что нужно-то? Нужно тогда создавать такую репрессивную машину, которая будет, ну вот, без всяких там прямо, ну, чисто фашизм, как при Совке и было, в общем-то. Почему они вот настолько какие-то ультра жестокие, ультранасилие применяют, да? И напрочь какие-то дуболомы. Вот посмотришь на мусоров, да, ну, как бы сказать, какой-то дуб вообще кажется, да? Как будто у него никаких своих ни идей, ничего нету. Ну, возможно, это как бы так и есть. В общем, хочешь не хочешь, а пришлось им стать на вот эту вот
дорожку возвращения к сталинским методам. Но опять же, понимаете, идеологии-то уже все нету. И ни идеологии, ни такого огромного репрессивного аппарата, ни ГУЛАГа, ни тем более, как сказать, договора с обществом. Ну, я думаю, может быть, они эту войну сейчас используют. Но опять же, смотрите, если бы эта теория была верна, они бы, ну, совсем бы уже отключили, наверное, интернет. Они вот так вот, да, то есть, как бы сказать, что-то хотят, что-то не хотят. Потом полностью перевели бы всю экономику полностью на военные рельсы. Уже бы везде, ввели бы везде талоны и так далее. И, ну, провели бы давным-давно мобилизацию. Они бы, ну, как бы сказать, не вот это вот, знаете, что-то такое, типа, как сказать... Так, ладно, какую-то скабрезную тему, ладно, не буду в эфире. Как это сказать? Как это говорят, да, типа, либо крестик сними, либо трусы надень, да, или как, ну, как-то вот такое есть же. Как, я вот точно не помню это выражение, ну, что-то вроде этого. То есть у них какие-то полумеры, все, никак они не могут ни на что решиться. Действительно, могли бы, если они уж действительно решили так воевать прямо там с Европой, с НАТО и так далее, то могли бы и провести действительно мобилизацию. Но они же этого не делают, они боятся. А почему боятся? Потому что понимают, что если народ все-таки, как сказать, начнет какое-то движение, то вполне возможно, что их Росгвардии, не ФСБ, ну, просто не хватит сил. Просто, и понимаете, они, наверное, тоже прекрасно понимают, что сами вот эти так называемые силовики умирать-то не хотят за режим. То есть получать большие бабки хотят, иметь высокий статус хотят, но вот так вот идти против народа, который, ну, тоже хотя бы за дубинки может взяться, это тоже для них уже, как бы сказать, рискованно. Тут все как бы все по расчету, понимаете. Вот эти чуваки, которые воюют на войне, они же тоже не бесплатно там. Там нету никакого там за Сталина, там, да, за Родину. Там никаких таких мыслей нету. Все чисто за бабки только. Там только денежный интерес. И все. Вообще вражки все чисто на деньгах. Я вот, понимаете, сколько в Европе, да, вот сейчас узнаю информации, сколько здесь в Корее, тем более, да, вот ругают же, что вот Запад загнил, там семейных ценностей нет. Но на самом деле все наоборот получается. Что в Корее эти традиционные ценности куда выше, чем в Рашке. Ну, просто не сравнить. Они действительно есть. В Рашке, вот посмотрите, эти женщины, да, которые говорят про то, что своих мужиков отправляют на войну. И типа нормас. И эти женщины из этих служб, не служб, а из агентств недвижимости, так как там перейти-то, которые говорят про то, что целая куча женщин приходят уже со вторым, с третьим мужем. Первого уже успешно они сплавили на войну, получили бабки, и сейчас уже второго хотят запулить туда на войну, бабки получить, отмыть. Понимаете, вот это вот, да, ценности, традиционные ценности. Но раз это, понимаете, я вот убежден точно, это за одно поколение не делается. Значит, это и было и раньше, понимаете? Просто вот лапшу нам какую-то по телеку вешали, фильмы снимали там. Ой, такие традиционные ценности вражки. Где они, ваши ценности-то? Почему за одно поколение вот так вот произошло? Почему настолько деградировал народ? А может, он никогда и не деградировал, может, он такой и был, понимаете, всегда. А это значит 100% так, понимаете, за одно поколение невозможно вот так вот взять и потерять все ценности. Что эти девочки, которым в 90 по 10 лет были, выросли, и вот они внезапно такие какие-то стрёмные бабы стали, что ли, в 30-40 лет. Значит, они такое же отношение видели и в своей семье, от родителей, а те еще дальше. А дальше мотать, это получается крепостное право, где просто женили не по любви, а вот так вот ты, все вроде по возрасту подходите, значит,
плюс высокая детская смертность. Но это, хотя, конечно, касается многих стран, я думаю. В общем-то, все, короче, было ложь. И вообще сама Рашка, все строится чисто на лжи, на лицемерии, на выгоде. То, что происходит, это закономерно, понимаете, что все откалываются. У кого импульс есть к жизни, Азербайджан, Сирия, все эти страны, кто хочет нормально жить, развиваться, а не подыхать вместе с русским миром, они все откалываются. И, тем более Украина так сражается. Если бы это слабая страна была бы, никакого импульса у людей, они бы сдались, просто испугались бы, да и сдались. Но если они так воюют, они же не за бабки воюют, они воюют за родину. Вот они действительно родину защищают. А эти-то за что воюют? Только за бабки. Еще своих мужиков хоронят. И на них бабки делают, и хаты покупают. Но опять же, я не понимаю, такое общество с такими нравами, оно, как сказать, это общество каких-то уродов, если честно. Оно кого сможет, как сказать, куда оно будет стремиться-то? Ясно, что никуда. Поэтому никакого хорошего прогноза у такой страны быть не может. Да и сама страна-то неудивительно, что она разваливается. Что куда ни глянь, там все везде какая-то жопа. Такие вот дела. Так, это что такое? Ну-ка туда пойду посмотрю. Раз все равно гуляю. Поэтому плавно, я надеюсь, смог объяснить свою внятную историю про... все-таки давайте думаю, да, вместе с вами. В общем, ФСБшники эти, путинский режим, он в таком находится сейчас, непонятках, да. Вот так вот, чтобы полностью сталинскую идеологию возвращать, они как-то не могут, потому что и сами не хотят в первую очередь, понимаете? И они же, как сказать, на чем базировалось-то их? На каком-то убеждениях, на том, что они вот, как сказать, такая якобы непобедимая, да, вот они настолько великие, настолько крутые, что вот Рашка никогда не проигрывала. Всю эту ахинею, которую они несли столько лет, и в которую, видимо, в конце концов и сами даже поверили. Хотя это, конечно, чистейший бред просто вообще полный. Как Рашка не проигрывал? Сколько раз? И японцам, и туркам, и финнам. Всем, кому не попади, на самом деле, всем проигрывали. Просто это потом все превращали в якобы какие-то победы. Пропаганда очень хорошо там работает. И там и сам народ такой. Как мне говорится, меня обманывать не надо, да? Я обманываться и сам рад. Как-то так. Поэтому они в конце концов никакого решения, никакой как сказать, уверенности они не смогли продемонстрировать. То есть не мобилизацию провести, ни там в 22-м, ни в 23-м году полноценную, да, ни на военные рельсы переставить свою страну, ни свои вот эти вот всякие орешники беспонтовые, что они там говорили-то, арматы и так далее. В конце концов оказалось, что же все это пшик, нету никакого ни орешника, ни арматы, ни хера. Как воевали какими-то там Т-80, да, еще чем-то, так и воюют до сих пор. То есть за сколько они там лет. И что самое главное, это и сам Совок же все это просто воровал, все эти технологии это с Запада. Просто, понимаете, я думаю, это, как бы сказать, логичное вообще завершение, что ли, вот этой всей лживой псевдоимперии, которая вместо какого-то направления по развитию выбрала просто путь стагнации, путь какого-то, я не знаю, реально это стагнация, регресс.
И посмотрите, что с ними происходит. Они себе сами интернет ограничивают. Своих ученых, которые что-то там пытались сделать, какие-то открытия, да. Ну, там есть действительно какие-то нормальные русские люди, которые бы, может, и хотели бы жить, но им просто вот эта власть не дает, понимаете. Я почему и говорю, что в центральной Рашке потом будет жопа полная. Почему? Потому что они сами своих же и душат. Понимаете, это вот надо тоже, так как сказать, постараться, когда свой же народ, получается, своих же прямо и душит, да? Потому что, смотрите, вот даже если они захотят потом, эти люди, вернуться и что-то делать для людей, куда они приедут? Они сейчас на Запад уехали, обустроились там. А куда они поедут, вот когда все это развалится? Куда там ехать-то? Там будет такая нищета, какие-то разборки, что-то еще. Они, ну, просто при всем желании не смогут. А если даже и смогут, кто их там слушать будет? Их кто? Пустит, что ли, куда-то во власть или еще что-то? Даст им что-то развиваться? Их просто, если они там будут что-то делать не так, их, ну, как бы сильно заявлять, их просто могут в лес увезти, закопать и все. Так что я думаю, основная масса тех, кто действительно что-то хочет поменять или сделать, они просто уже никогда не вернутся. Ну, просто на Западе ассимилируются и как бы Западу будут приносить пользу, получается, из тех вот нормальных, хороших русских людей. А вот эта вот масса, может быть, они бы и тоже хотели как-то прогрессировать, но им просто уже возможности не дадут, понимаете? Если сейчас они в такой заднице сидят, то потом, я считаю, для них лучше не будет. Но это надо, как сказать, какую-то очень сильную внутреннюю работу проделать, но я как-то в этом очень сильно сомневаюсь, что они смогут. Это же надо отказаться от этой вот всей лживой истории, которую им внушали, от этих всех нарративов и так далее, что вот они всегда побеждали, что там кому-то якобы свободу несли, просвещение. Им просто надо вот на себя реально в зеркало посмотреть, вот кем они были, кто были их предки на самом деле. Вот оккупанты, убийцы, ничего хорошего по большому счету никому не принесли. И, ну, это, понимаете, это будет, я думаю, тяжело принять для них. Это же надо, понимаете, быть, как это вам сказать-то? Они просто привыкли все простыми методами, все через силу решать. А чтобы вот это делать, это надо другой уровень, короче. Ну, это очень тяжело будет. Я думаю, они просто будут дальше стагнировать. И все, вряд ли у них что-то хорошее получится. Там 0,0001%, что у центральной Рашки что-то получится. Остальных просто, вот нашей республики, просто мы возвращаемся к своей идентичности. У нас есть в этом спасение. Ну, плюс помощь азиатского мира, да. То есть, видите, когда имеешь таких, ну, условно, соседей, как Япония, Корея, ну, и тот же Китай, ты все равно не деградируешь, понимаете. Ну, и Монголия у нас еще рядом. Они все равно у нас, как бы сказать, хоть мы и там обрусели, да, ну, действительно такой, но глядя на них, мы все равно не сможем, и тем более у нас все равно осталось очень много своей идентичности, мы не сможем так свалиться. А если русские будут продолжать в центральной Рашке сидеть, всех ненавидеть и думать, что все виноваты во всем, и ничего не делать для исправления ситуации, но они просто, ну, как бы они нахер никому не нужны были. Они сейчас не нужны, и потом тем более не нужны будут. У них уже не будет ни ресурсов, ни хрена, и просто, как сказать, это будет такая территория, где, понимаете, там уже сейчас сколько дооптимизировали, да, ни больниц, ни школ, ни хрена там нету. А потом-то что будет? Там очень быстро могут вернуться до такого минимум средневековья, а может еще и дальше, первобытно-общинный какой-то строй. Ну, представляете, 2-3 поколения, они уже без школьного образования нормального, да, без вот этой вот всей пропаганды, без медицины, ранняя смертность будет у детей, и вообще люди сами мало жить будут. Они сейчас-то, понимаете, у них же все сейчас идет к этому упрощению, как обратная индустриализация. Ну, вернуться просто к тому, что будут картошку сажать, там, ну, такой вот натуральный обмен. Ну, короче, возвращаются в какую-то эту. Потом они просто вот технологии будут утрачивать, там, электричество будет пропадать. Какой? У нас даже, блин, там было такое, что
у многих нету света до сих пор, понимаете, людей. Ну, понятно, они поселились там в Нахаловке, ну, то есть как бы самозахват земли. И, соответственно, их не узаканивали, понимаете. А что, в Рашке там мало таких территорий, что ли? До сих пор без света люди живут. О чем там говорить, понимаете? И постепенно вот так вот будут деградировать. И это как бы не то, это начнется, это просто идет вовсю, понимаете? С каких лет-то? Совок-то на самом деле так и не смог вот эту всю основную массу как-то действительно образовать, привить какие-то качества, там что-то такое, честь, гордость. На самом деле так ничего в итоге и не получилось. Все делали через силу, через запугивание. Потому что вроде говорили одно, как сейчас, да, а на самом-то деле что было? Агрессия совместная с немцами на Польшу, на Финляндию, ну уже сами, на Афганистан. Якобы говорили, что там какой-то интернациональный долг выполняет, а сами миллион афганцев уничтожили, убили, ввели там смуту. И потом еще оправдывают, что вот правильно мы сделали. Там. А что правильно-то? Вторглись в чужую территорию, где там люди жили нормальные, и просто там устроили им кровавый ад какой-то, уничтожили. И еще потом фильмы снимают, где они сами якобы там пострадали. Это вот, это, так, знаете, перевернутый мир полностью вообще. Такие вот дела. Ну, в общем, я как считаю. Видимо, судя по всему, они вроде бы и хотят, какая-то часть, наверное, силовиков, но объективно, видимо, и понимают, что они не могут вернуться к сталинскому террору. А других способов у них нету. И, видимо, понимаете, они еще боятся, видимо, больше всего того, что при такой системе, система тоже начинает жрать саму себя. То есть, и как это Ежова начали расстреливать и так далее. То есть, как это пойдет, они боятся, что вот как Сталина, скорее всего, они сами тоже и замочили. Потому что они поняли, ну что скоро их самих, и Хрущева, и Берию, и всех их кончат, короче. Поэтому они решили, что что-то надо, пора уже что-то решать. Скорее всего, просто закрыли этого Сталина, он там, наверное, и сдох там, короче, в своей этой резиденции. Между прочим, недавно у него обнаружили огромную коллекцию вин у человека, который якобы, что там рассказывают про него, якобы он там, после него осталось, что там, гимнастерка, там, и вот эти вот сказки все, да, вот такой вот он бессеребренник был. Чушь полная вообще, какой он бессеребренник. Сколько у него дач было, сколько активов и всего. Миллионер был, миллиардер по тем временам, на самом деле. Что думаете, они там во власть приходят, вот действительно такие идейные люди, да? Да нет, конечно, это глубоко расчетливые люди, в первую очередь для личного обогащения все это делают. Так что верить политикам вообще это последнее дело. Поэтому для этого это и нужно, понимаете? Надо понимать человеческую вообще природу, что человек, который, любой человек, самого хорошего возьми, дай ему абсолютную власть, и он просто, и у него крышу сорвет, понимаете? Для этого и нужно, чтобы ограничение было сроков, чтобы было контроль за ними, за всеми, за любой службой. Вот сейчас ФСБ, смотрите, вот дали им такие полномочия, и что происходит? Интернет ограничивают, сажают там всех направо, налево. Они уже не могут их сами, сама власть их уже не может остановить, понимаете? Они все дальше и дальше идут. Ну, скоро самих себя, наверное, будут жрать. Такие вот дела. Ну и ладно, кратко переходим, то есть я уже целых полчаса, оказывается, веду эфир. Переходим к теме этого суверенитета ограниченного и того, к чему я стремлюсь. Это, получается, полный суверенитет. Смотрите, как я считаю, есть сейчас нынешние, да, как я их зову, контрэлиты, фейковые движения за независимость, я считаю, что они сторонники ограниченного суверенитета. Ну, это то, что было, как бы сказать, раньше в странах СНГ, да, ну и, возможно, до сих пор продолжается в Казахстане, там, не знаю, Туркменистане, Кыргызстане и так далее. То есть
есть, оказывается, доказательства того, что в Кыргызстане там власть смещали именно силами ФСБ. В общем, так. И наши контрэлиты, люди, которые связаны, ну, понимаете, они высокие посты занимают в самой Бурятии, ну и в других всех республиках. Соответственно, они, конечно, они связаны с ФСБ, они курируются, контролируются этой службой. И для этого они, как бы сказать, и нужны на самом деле, да, чтобы внимание отвлекать от реальных процессов. И они, как бы сказать, представляют, получается, ограниченный суверенитет. В каком плане? То, что, ну, якобы номинально они, когда все это распад пойдет, якобы возглавят там республику и так далее. Но они будут также дальше продолжать подчиняться Москве. То есть якобы будет там независимость или расширенная какая-то автономия, но по большому счету все равно все будут контролировать большие дяди из ФСБ, из Москвы. То есть я считаю, что такой вот как бы замысел. Ну, то есть по большому счету, что как бы с Бурнацкомом и было, да, тогда. То есть репрессии-то начались раньше 1937 года. И получается, ну, Бурнацком, как сказать, допустил все это. Ну, конечно, мы будем дальше разбираться со всеми этими вещами. Но я думаю, что так и было. В общем, наверное, по-другому и тогда и быть не могло. Понимаете, то, что Ленин там придумал на тот момент, якобы там какая-то свобода и так далее, нужно было просто новую идеологию внедрить. Но, соответственно, они, конечно, не хотели никакого там равенства или еще чего-то такого, да. Просто надо было вот этот вот госпереворот устроили и как бы заново пересобрать. Я думаю, сейчас у них что-то в этом роде тоже намечается. То есть а-ля перестройка 2.0, якобы вот там убираем, ну, каких-то совсем уже там типа Медведева, там Путина, да, и таких вот людей, которые, ну, мешают, да, ну, которые слишком там заморались. И ставим якобы адекватных, там, Ходорковского или еще что-то. И там пул уже целый готовый. Ну и заодно вот этих вот всех деятелей. Ну и моя такая теория, что они будут представлять ограниченный суверенитет. Почему? Потому что сейчас они сами, эти люди, связаны со своими, как сказать, кланами в Бурятии, ну и там в Саха и так далее. И соответственно, конечно, они, ну, не могут быть действительно за полный суверенитет. Но смотрите, чем это опасно, да? То есть вот это, опять же, выбор народа должен быть, понимаете? Мое дело, я же не то, чтобы, как сказать, вот за всех могу решить, да? Вот все буряты, мы там полная независимость. Это я просто рассказываю об этом. Смотрите, как бы то ни было, в конце концов, те народы, которые живые, в которых есть энергия, они выбирают полный разрыв связи с русским миром, да, что Украина, что Азербайджан, что Армения сейчас, да, не получается, понимаете, это вот, ну, к сожалению, Рашка, это такое образование, оно не умеет по-другому, понимаете, эти люди по-другому не умеют. У них нет понимания какой-то дружбы, да, там, сотрудничества или еще что-то. Они поднимают только язык силы и все. И своего какого-то якобы превосходства. То есть они никогда реального, как бы сказать, никакой федерализации они, конечно, никогда не устроят. Ну, вот сейчас номинально называется у нас федерация, да, якобы. Ну, какая-то федерация, это же унитарное государство, это все понимают. Все решения принимаются в Москве, ничего, никто нас не слушает. Законы ввели, которые ограничивают изучение бурятского языка, уничтожение бурятской культуры. Все наши ресурсы вывозятся и продаются, и все деньги идут в Москву. При этом нас еще обвиняют в том, что мы якобы дотационная республика, хотя мы наоборот их кормим, эту и Москву, и центральную Рашку, которые нам вообще нахрен не нужны. Ни Рашка это, ни центральная Рашка, ни Москва, они вообще нам
нахрен не нужны, по сути. Нам, бурятам, зачем они вообще? Кто они для нас? Они оккупанты, убийцы, по сути-то, по истории. Так и есть. Ничего хорошего никогда нам русские не делали. Поэтому, видите, те народы, которые живые, активные, они, конечно, всегда будут выбирать путь именно полного выхода, отсоединения, полного прекращения всяческих отношений. Ну, конечно, формально оно будет как бы сохраняться, да, там, и так далее, с Рашкой. Но, по большому счету, надо просто понять, это не те люди, которые умеют сотрудничать, умеют дружить. У них все, как бы сказать, доброту за слабость они принимают. Если, как сказать, будешь с ними пытаться что-то заискиваться, они просто начнут тебя бомбить, как Украину, да. Но я не говорю, что Украина заискивалась. Просто, как сказать, во-первых, они поверили на тот момент. Ну, возможно, там еще и агентура влияния была очень мощная в тот момент, в 90-х годах. В общем, они же отдали свое ядерное оружие, понимаете, под давлением США тоже, между прочим. Тоже США здесь такую роль играет. По большому счету им, понимаете, они не хотят никакие проблемы там в СНГ или еще где-то решать. Им это, они решают разве в США? Да, конечно, нет, им вообще пофигу. И самое главное, ресурсы идут по сниженным ценам. И все. А там демократия будет, не демократия, автократия. Американцам, ну и Западу по большому счету плевать, понимаете? Ну это, как бы сказать, понятная абсолютно логика для любого государства. Главное, чтобы у тебя было нормально. Главное, чтобы ты сидел, где сидишь, и все. А где-то там, где-то в какой-то другой стране никого это на самом деле не волнует. Вот такие вот дела. И поэтому я просто что хочу донести до наших бурятов и других народов. Понимаете, я считаю, что правильный путь, и он, ну, все-таки это единственно верный. Вот видите, все-таки Азербайджан, Украина, Армения, другие многие страны выбирают путь полного суверенитета, независимости от Рашки, чтобы Рашка не могла вмешиваться, да, не могла диктовать свою волю, чтобы не было русских этих баз военных там и так далее, чтобы они же Армению и Азербайджан стравливали между собой все это время. И они везде вот такую вот ведут политику, ссорят между собой кого-то, и вот якобы они там какой-то третейский судья, который их, как бы сказать, примиряет, да, ну, такая вот у них политика на самом деле. Это же все, ну, понятно. И потом еще говорят, как, вот, без нас они типа не могут, типа они такие необразованные какие-то, некультурные, варвары какие-то, вот только мы, типа русские, только можем, как сказать, нести там доброту или еще что-то. Но хотя все наоборот, именно они-то и несут войну, как сказать, разделение и так далее. Ну, вот такой вот у них психология, философия их на самом деле. Конечно, они могут там красивые какие-то слова говорить, но то, что надо смотреть, то, что они реально делают. Поэтому я считаю, что наша Бурятия должна получить реальный, полный суверенитет от Рашки. Никаких решений из Москвы. Вообще мы их... Это, понимаете, в Вашингтоне же никто не сидит, да, или в Украине, да, и не ждет команды из Москвы. Почему мы должны сидеть и ждать? Такого быть вообще просто не должно. И я так понимаю, эти фейковые все организации, они все равно, ну, то, что я вот вещаю, им очень сильно не нравится это. И из-за этого, я думаю, и дело на меня завели, и сейчас эту террористическую статью какую-то шьют. Ну, поэтому я вот думал, что сделать. Поэтому я думаю, надо нам, если они действительно... Надо выяснить вообще, по большому счету, устроить такую конференцию. Вот я им предлагаю, да, и как бы кого можно выделить, как я считаю, да? Ну, понятно, что я сам должен, да, участвовать в этой конференции. От Тузгара Марину позвать. Ну, мы там не будем, естественно, как сказать, какие-то левые вопросы обсуждать. Вот чисто по работе. От РХТ позвать эту... Ой, блин, у меня с именами плохо. Дель Понте, короче, позвать. Раджану, во. И такого независимого типа этого,
Зуртана Халтарова, да. Мне кажется, вот 4 человека, ну, может быть, конечно, кто-то предложит еще каких-то личностей, но мне кажется, хватает, потому что остальные как бы, ну, типа под ними ходят, да, типа такого. Ну, и других особо и нету личностей, людей. И там мы обсудим, что они, сторонники они вообще ограниченного суверенитета, или они сторонники полного суверенитета. Что они хотят? Они хотят дальше потом Москву слушать или как? И, соответственно, я приготовил уже, ну, поднакидал черновик. Что самое главное, это нам нужно обсудить. Проект этого накидал я. В общем, что-то типа документ, короче, о том, как у нас будет проходить люстрация. То есть, соответственно, мы же должны тех людей, кто были замешаны во власти, представители ФСБ, МВД, СК и так далее, ну, по крайней мере, высшие руководители, их ну, нельзя допускать. То есть вот это мы должны обсудить, да, то есть вот эту бумагу, я считаю, мы должны сразу подписать, что вот мы там, если они действительно являются сторонниками реального суверенитета полного, они должны, соответственно, два главных вопроса, да, обсудить. Это люстрация и национализация, получается, природных ресурсов. Вот эти два вопроса. Потому что это два самых главных вопроса на самом деле. Кто во власти останется и как природные ресурсы. Но я считаю, что природные ресурсы должны достаться бурятскому народу. И, соответственно, люстрацию провести и допустить путем сугланов выборы устроить. Понимаете? И вот это вот, я сейчас буду все это публиковать у себя везде. Конечно, они смотрят мои стримы. Пускай теперь знают, что я их, как бы сказать, такое делаю воззвание к ним, да, вот этих вот 4 людей. Ну, проигнорируют, значит, они сторонники ограниченного суверенитета, значит, они ждут, как бы сказать, указки от кураторов московских своих. И без их согласия они, получается, ни на что не пойдут. А если они этот документ подпишут, и потом распад Рашки произойдет, и они там начнут своих пропихивать родню и так далее, можно эту бумагу поднять. Ну, понятно, конечно, это, знаете, всегда эти все бумаги задницу вытирали, но, по крайней мере, да, хоть какой-то документ будет. Рашка тоже обещала не нападать на Украину, и что, где это все? Но, тем не менее, понимаете, я думаю, такие документы нужно создавать. Нужно хотя бы вообще какое-то определение иметь, да, вообще понимание вообще, кто мы, что мы, куда мы движемся и так далее, да. Раз они так хотят, вот как они все время от меня требуют, надо объединяться. А что они подразумевают по слову объединяться? Чтобы я просто без их согласия, без их как бы методички ничего не говорил. Но я же давно просек их тему. Объединяться, а что делать вообще? Ну, просто вот типа молчи там или про них ничего не говори. Вот это и типа объединение какое-то. Если они действительно хотят, как сказать, что-то обсудить, не так, как, знаете, вот они заранее там что-то подготовили, я-то этот документ выложу в общий доступ. Все пусть смотрят. И смотрите, это еще конференция будет в прямом эфире. То есть люди могут сидеть, задавать вопросы. Ладно, я там не буду к ним наезжать на них и так далее. И там обзывать всяко разно на этой конференции, да. Буду просто по делу чисто, да. Вот собрались здесь обсудить тему. Либо вы подписываете этот документы о люстрации и о природных ресурсах, либо просто, либо вы сторонники ограниченного суверенитета. Ну, то бишь, работаете на Москву, в конце концов. Так что вот такое у меня вот родилось мнение. Если они подпишут, ладно, тогда другой разговор. Тогда я перестану их, как сказать, все время задевать. Но опять же, все будет от зрителей зависеть. Что будут зрители, какой запрос будет.
Так, что еще там хотел отметить? Еще хотел отметить такую тему, что на вот этом ПМСе, да, получается, обсуждался какой вопрос? Обсуждался вопрос того, что Рашка собирается через какое-то время использовать ядерное оружие в войне своей. Ну, не только против Украины, а против других стран. И, понимаете, вот сколько было, да, на Западе, как бы сказать, такого предвзятого отношения к нашим республикам, да, когда мы заявляли там, да, что вот хотим независимость. Они же говорили, ну вот там ядерное оружие и так далее, да, кто его будет контролировать. Но на самом деле получается что? Получается, что вот эти вот страны, они же нормально, мирно живут. Украина там, Казахстан, страны Балтии, ни на кого не нападают, ничего не делают, не собирается ни с кем воевать, а наоборот таки. Эта Рашка собирается со всеми воевать, всем угрожает. Этот Медведев какую-то ахинею все время несет. Ядерное оружие хотят применять. Понимаете? То есть все вообще наоборот получается. И поэтому вот этот вот... Понимаете, у нас все плохо, у нас нету нормальных представительств. Чтобы, ну вот не вот это фейковое, как я считаю, в ПАСЕ, да. Ну вот таких нормальных деятелей, которые бы доводили вот это все. Что вот, видите, это наоборот, сами русские не могут нормально жить без войн, без там вот этих вот угрожаний, угроз ядерным оружием. И нас все время выставляют еще какими-то дикарями и так далее. Якобы они нам что-то там дали. Конечно, никогда ничего не давали. Наоборот, только все воровали, наши природные ресурсы и все. И уничтожали, и уничтожают до сих пор наши народы. Вот как-то так. Такие дела. Поэтому вот это вот надо как-то мнение это переломить. Ну, на самом деле, понимаете, вот эти вот хорошие русские, хорошие буряты на Западе, они же работают в интересах Кремля. И, соответственно, они вот эту вот повестку всю на самом деле разделяют. Может, что-то там говорят, конечно, но в реальности-то все мы понимаем. Так что вот, жду. Сейчас я буду все это выкладывать. Разберемся в конце концов. Эти Тузгары, Эрхетены, Изуртан. Являются ли они сторонниками этого реального суверенитета, или они сторонники просто ограниченного суверенитета. И, то есть, как сказать, сразу же свою родню будут в случае распада подтягивать и, как сказать, и все. И будут сами номинальными просто личностями. А те, соответственно, будут слушать указку из Москвы кураторов своих московских. Такие вот дела. И смотрите, это не только касается, что вот только 4 человека соберутся, да. Кто захочет присутствовать, да, он тоже может прийти инкогнито, да, там быть только голос, допустим. Могут, как сказать, вот я там такой активист, допустим, но пишу комментарии, но боюсь как бы выступать, да, ну, по каким-то причинам. Такие люди, я думаю, тоже допускаются. Но главное, чтобы это был не представитель ни Тузгара, ни Эрхетен, потому что от них будут уже люди. То есть там дублировать не надо. Такие, да, тоже люди будут. Ну, я думаю, как, вначале можно в целом, как бы сказать... Я понимаю, смотрите, я не хочу так вот... Они его могут изучить и какие-то правки внести. Опять начали блокировать интернет мне. Но не такие, что там полностью, да, какие-то эти параграфы целые убирать. То есть то, что касается именно люстрации и... Ну, там и два будет всего вопрос. Люстрация и природные ресурсы. Никаких этих они там не должны лазеек искать, да? Типа там как этот Пыни Путин, да, там
Что он там придумал-то? 2 срока, потом типа запятая, да, или еще чего-то обнулил, когда эту конституцию-то. Такого быть не должно. Понимаете, вот этот вот, такую бумагу подпишем, и надо, чтобы люди сами, да, наши люди, всегда к ней обращались. Если вот начинается какая-то херня там, да, что-то там, чтобы сразу люди бунтовали и говорили: погоди, ты же там бумагу подписал. И что тогда? Что ты тут базаришь, да? Что-то какая-то херня началась, какой-то гнилой базар. Все, давай, подписал бумагу, все. Поэтому, чтоб не могли потом спрыгнуть с этой темы. И там тоже не надо на этой конференции какую-то группу поддержки огромную, да, чтобы там пришли все эти, как сказать, их якобы сторонники и начали там что-то подсирать. Нет, вот пусть каждый типа руководитель и независимые, как бы сказать, деятели все эти вопросы порешали. Ну, такое вот у меня предложение. Потому что они все время что-то дуются, обижаются на меня. А что обижаться-то, если я им по факту все говорю? Что, неправильно, что ли, говорю? Так что не надо дуться, обижаться. Надо просто смотреть правде в глаза. Как-то так. Все, будем смотреть. Украину воткнули русским. Ну, вы видели, что там происходит с бензином? В Крыму уже все. Мне кажется, уже Крым скоро все вернется в родную гавань, в Украину. Алтайский край наш край. С каждым днем России все больше и больше. Больше и больше набухивается. Развал блока НАТО, блин. Ребята, вы, конечно, юмористы. Что в чате так много орчатины? Да, эти орки тут. Я думаю, везде будут кормушки своих тянуть. Но, понимаете, вот для этого и нужно заранее все обсуждать и подписывать документы, бумаги, чтобы потом можно было подтянуть этих людей и сказать: погоди, ты же тут вот бумагу подписывал, так базарил. А что сейчас, что изменилось-то? Что началось-то? Поэтому удали проплаченных ботов. Почему в России только должников по кредитам не выпускают из страны, и то через Беларусь можно выехать, отдохнуть куда угодно, хоть и долги есть? Ну, что меня спрашивать, я там не живу. В 90-м году развал СССР, теперь на те же грабли. Это не развал, не те же грабли, это недораспад был, понимаете? Эта система сама по себе была не способна изначально, сам этот совок. То есть они придумали себе какую-то даже экономическую модель, которая не работала. И, конечно, эта идеология-то была полностью фальшивая вся. На самом деле все это же на русском шовинизме все строилось. Никогда они ничего хорошего не делали другим народам. Все только для себя. Хозяин независимо, ага, независимо. Отжали. Республика, которая входит в топ самых. Вы бы не смешили хотя бы меня и публику, потому что все прекрасно понимают, что Бурятия это наоборот донор, не дотационный, а донор. Почему? Потому что у нас природные ресурсы добываются, продаются в Китае и другие страны, и потом мы эти бабки, получается, отправляем в Москву, а Москва уже там распределяет, да. Так что это такой бред, понимаете? Когда мы все отсоединимся, Рашка все встанет, ляжет, как говорится. Сейчас на коленях стоит, а потом совсем ляжет. Сарай подготовил, говорит, для форума. Да это просто все в зуме встречу создадим, да и все. Что, зачем какое-то там помещение? Тем более все в разных странах живут. Не боятся, но боятся они испольдерку, потому что обслуживали ее
Кто знает, что мы последний раз подкрутили или не докрутили. Кореец, я не кореец. Молодец я за Майрла. Теперь обиженные, говорит, в Рашке живут. Ну да, так и есть. Здесь рыбы такие большие, чтобы... Я проходила практику на Алтае, увидела бурятов, винцев, хакасов. Что там буряты делали, тоже на практике были. Хочется этим народам пожелать счастья, добра, равноправия, как и всем народам СНГ независимости. Ну вот, хорошее пожелание. Украина тоже хотела суверенитета, уже 5 лет идет война. Ну, Рашка хотела, по-моему, за 3 дня Киев взять. Где сейчас эти мечты? Сейчас они уже не понимают, как им выбраться из этой войны, понимаете? Путин ваш уже вынужден отвечать на вопросы о своем возрасте, о том, сколько лет он там сидит и так далее. То, что ему Зеленский задает. Понимаете, он уже не может игнорировать эти слова просто так, как раньше он мог бы это делать. Он уже не в том положении. Он уже совсем другом. Он уже вынужден оправдываться. Это уже началось, понимаете? Он в очень слабой позиции. Все еще думали, он, как бы сказать, рискнет, не рискнет на этот МЭФ поехать. Потому что, ну как, вдруг прилетит по старой башке. Распад России будет. Да, согласен. Малая такмачка, что? Как там есть поговорка? Кто владеет малой такмачкой, тот владеет всем миром. Рашка уже больше всех за эту малую такмачку воюет во всей истории. Русский мир, что? Понад усе. Ну, русский мир, да, гниет полностью. Скоро конец ему. Хотя обычно этого не делаю. Свобода бурятам. Куда ты собрался отсоединяться? Куда? Ну, мы по идее, мы с Монголией должны воссоединиться. Ну, минимум федерация. Потому что мы и есть же монголы на самом деле. Поэтому они так сильно нас и пытаются оторвать от монгольского мира. У нас же название даже было Бурят-Монгольская республика. И видите, они нам сперва нас на латиницу перевели, потом на кириллицу, потом название убрали и пытаются все оторвать. На самом деле мы, так сказать, составная часть монгольского мира всегда были. Ну и, соответственно, монгольский-то мир, он большой. Одна Монголия, 3,5 миллиона. И налаженные связи они. Короче, начали блокировку, видимо, начали. Баир один из самых адекватных и лучших бурятов, Баирла. В общем, будем с Монголией федерацию создавать. В общем, так. У них уже налаженные связи с демократическими странами, с США, с Южной Кореей, с Японией. Ну и с Китаем. Хотя это не демократия, но тем не менее. Такие дела. Замах идут. Байрла. Много все. З. Комментарий бышты, лайки-то викты, подписка ты зену худут. Дахину затра. Россия не развалится, она отрицательно соединится. Да, согласен. Зену худут. Дахину затра, байрты.